ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В воскресенье Центр творчества имени Корчевского, турнир по фехтованию в мягком снаряжении. Его участники 4 клуба, притом 3 из них приехали из столицы региона. Гости – это объединение «Тысяча», «Кречет», «Вермасьон», а хозяева – ухтинский клуб «Цитадель». На турнир заявилось порядка 60 человек, но количество здесь не самое важное. Как рассказывают организаторы, наиболее ценно, что сыктывкарские фехтовальщики впервые за 4 последних года выбрались в Ухту в таком массовом представительстве. Жест дружбы, чтобы клубы дружили, чтобы дети дружили между собой, чтобы приезжали друг к другу, чтобы поддерживали друг друга, и чтобы на одном поле сходились люди разных городов с нашей необъятной республики. Бои происходят в мягком снаряжении, то есть не только защита, но и оружие не из железа. Например, здесь мечи называются тямбара, и ударами гораздо менее болезненен, да и сил бой отнимает меньше, чем в железе. Бойцы соревнуются в разных номинациях, при этом если дети до 10 лет сражаются лишь меч-щит, то более старшие участники борются в триатлоне с разной компоновкой оружия. Участвуют как опытные бойцы, так и новички. К примеру, представительница Ухты Влада Клочкова тренируется лишь немногим больше месяца. Для нее этот турнир дебютный, а соперницы попадаются опытные. Мне, наверное, страшно, что какой-то будет сильный удар, наверное, и я растеряюсь просто от него, возможно, и не смогу дальше продолжать бой. Ну, что-то в таком роде, наверное. Я шла сюда просто с надеждой, что меня побьют, и я уйду, но теперь, наверное, хочется выиграть, попробовать, по крайней мере. Спортивная фортуна оказалась не на стороне девушки, свои схватки она проиграла. Однако опыт для развития умений никуда не исчез, а значит, не зря билась. Следующая возможность показать себя представится в январе следующего года. Крупный турнир по всему северо-западу состоится в Сыктывкаре. Бойцы съедутся, чтобы попытаться отобраться на чемпионат России. А пока победители ухтинского турнира на этих выходных получают заслуженные награды.